Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Альхамдулиллах. Вассалату вассаляму аля расулиллах. Одно из условий имана, веры Всевышнего Аллаха, является вера в Его посланника. Его посланников и в особенности его последнего пророка, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И одно из условий имана, мы знаем, это любовь к Аллаху, чтобы любовь к Аллаху была выше всего, выше любви к Его творениям, выше любви к самому себе. И также условием имана является любовь раба по отношению к его посланнику. К его посланнику. И вот эта любовь, которую хранит в себе мусульманин, она должна быть выше, чем его любовь к родной матери, к отцу, к бабушке, к дедушке, чем любовь к его супруге, к супругу, чем его любовь к его дочери, к сыну, внуку, и даже выше, чем любовь к самому себе. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ю'мину ахадукум», никто из вас не уверует, то есть он не сможет стать настоящим верующим, хатта акуна ахабба илейхи мин ахлихи ва малихи ван наси аджмаин, пока я не буду ближе к его сердцу, любимее к нему, чем его семья, чем его семья, чем его имущество. Как бы мы не любили свое имущество, дом, который ты построил, может быть, здоровье потерял, особенно в деревнях мы видели, как 10 лет, 15 лет человек строил дом, любит свой дом, любит своего коня железного, радуется своему коню, своим деньгам на счету и так далее. И вот посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: никто из вас не сможет стать настоящим верующим, пока я не стану, не потому что его Мухаммад звали, не потому что он сын Абдуллы, муж Хадиджи, не потому что он араб или не араб, а потому что он избранный Всевышним, лучший его раб, лучше его создание в истории мироздания. И пока я не буду любимее для него, чем его семья, чем его имущество и чем все люди на этой земле. Настоящий мусульманин должен любить своего пророка больше своих родителей, жены, мужа, детей, себя, своих друзей, братьев и всего человечества. И вот это та любовь, которая была в сердцах сподвижников, пусть Аллах будет доволен ими. И даже когда Умар ибн Хаттаб пришел и честно признался, что он, посланник Аллаха, любимее для него, чем все люди на этой земле после себя, да, он признался: «О, посланник Аллаха, пока вот так я люблю себя больше, чем тебя». На что пророк ответил: «Пока еще нет. Нет пока истинной веры в твоем сердце». И когда через некоторое время Умар ибн Хаттаб снова вернулся к пророку и сказал: «О, посланник Аллаха, я люблю тебя больше, чем себя», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вот теперь ты верующий». Это, дорогие братья, это есть наш иман. Мы не сможем быть настоящими мусульманами, мы не сможем стать настоящими верующими му'минами, пока в нашем сердце на первом месте не будет Аллах и Его посланник, и любовь к Аллаху и Его посланнику. И когда уже последующих поколениях услышали этот хадис, люди пришли к
своему ученому, его звали Асад ибн Фират. Подошел к нему человек, он уже не был сподвижником. Все, он уже не видел пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть это уже последующие поколения. Пришел человек, который услышал этот хадис и спросил Асад ибн Фирата: я боюсь, он сказал следующие слова: я боюсь, что я не подхожу к этим словам. То есть я боюсь, что для меня пророк не ближе, чем я, моя семья и другие люди. Я боюсь, что я не настоящий мусульманин. Мы знаем, что и сподвижники приходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, табигины приходили к сподвижникам, они боялись лицемерия. И вот этот человек пришел и говорит честно: о ученый, я боюсь, что я не могу претворить этот хадис в жизнь. Я боюсь, что пророк не ближе моему сердцу, чем моя семья, жена, любовь к жене, к родителям, к маме, к детям и так далее. Тогда этот ученый сказал, если бы за тобой стоял сейчас, если бы за тобой стоял пророк, представь себе, вот за тобой он стоит, и ты впереди него, и к нему идет враг, чтобы убить его. Ты отдал бы свою жизнь за него? Ты бы закрыл этого врага своей грудью? Он даже не подумав сказал: конечно, конечно, мне не жалко себя ради нашего пророка. А ты бы отдал жизнь своего сына? Ты бы сказал бы сыну: закройте дорогу врагу, еще кого-то, твоих самых любимых людей на этой земле? Он сказал: конечно. Я бы сказал бы сыну: сын, закрывай давай с собой. Тогда Асад ибн Фират сказал: тебе бояться нечего. Все, если ты готов отдать жизнь за пророка, готов отдать жизнь твоих близких за пророка, тебе бояться нечего. Поэтому, дорогие братья, это вот те хадисы, которые мы часто слышим, часто приводим друг к другу, но иногда мы даже не задумываемся о великом смысле этих хадисов. И мы не страшимся после понимания этих хадисов. То есть вот человек пришел, он боялся, что этот хадис он не может претворить в жизнь. И поэтому устаз, этот ученый, сделал ему экзамен. Вот спроси себя, вот за тобой посланник Аллаха стоит, и вот враг идет на него. Ты закроешь с собой его дорогу? Он на самом деле честно подумал и сказал: конечно, закрою. Это же посланник Аллаха. Конечно, закрою. Тут можно даже задать немножко другой вопрос, от себя добавить, да? Если бы на твою любимую дочку, на твою любимую семью кто-то нападает, ты бы закрыл их дорогу с собой? Люди подумают: конечно. Даже в чем-то трусливый человек, когда видит, что опасность идет на его семью, конечно, он закроет. Вот был бы он один на улице и накинулся бы на него, собака накинулась, да? То есть, если он один, может быть, он испугался. Но если за тобой твоя маленькая дочка стоит, и собака может растерзать дочку, то уже то, что Аллах Тааля нам дал, вот эту храбрость, да, ради защиты наших близких, оно все выходит наружу, и человек перестает страшиться, бояться, потому что ему нужно защитить близких. А пророк ближе, чем твои дети, чем твои родные, близкие. И вот поэтому он сказал: представь себе, вот он, пророк, за тобой стоит, и на него идет враг. Закроешь собой? Конечно. А сыном? Конечно. Тогда все, тебе бояться нечего. И вот, дорогие братья, такие были сподвижники. Абу Бакр, Умар, Усман. И Аллах Тааля, субханаллах, чтобы распространить вот этот свет на эту землю, свет истины, ислама, сунны пророка, рядом с пророком, он дал таких людей, таких сподвижников. Знаете,
таких людей не было рядом с Исой. С Иисусом рядом не были таких людей. Не было таких Абу Бакров. У Иисуса не было Умара. У Иисуса не было Али, Усмана. У него не было Халид ибн Валида. У Муса, алейхиссалям, Муса, один из величайших среди пророков, да? Улюль Азм, обладатель твердости, их 5, да? Вот Муса с ними. Аллах дал Мусе войско свое, но они не стоили Абу Бакров, они не стоили Умаров. И поэтому они его подвели, а сподвижники никогда не подводили. Когда Аллах спас из настоящего рабства последователей Мусы, они сколько лет жили под кем? Под фараоном. Они рабствовали там. Фараон их издевался над ними. Фараон убивал их. И вот, альхамдулилля, Аллах спас их. Муса взял и увел их оттуда. По дороге, да, они вот-вот догнали их, поймали, но Аллах Тааля раскрыл перед ними 12 великих коридоров. Они вышли через Красное море. Когда туда зашла колесница, армия фараона, Аллах их всех потопил. Они это все видели. И вот, наконец-то, они вернулись домой. Куда они вернулись? В Иерусалим, где сейчас идет война. Зулюм вот этот. Они вернулись в Иерусалим. И вот они стоят перед вратами Иерусалима. Но осталось последнее испытание. Там были чужие. И для того, чтобы войти через врата Иерусалима, нужно было им победить врагов. Но Аллах обещал им победу. И как бы, сколько бы ни объяснял Муса своим последователям, что Аллах даст им победу, им нужно только войти по-мужски, без трусости, искренне, и Аллах даст им победу, они всех победят. Они сказали: нет, мы не можем. Они сказали: пока они там, мы не войдем туда. Они проявили трусость. И они предали Мусу. И они даже сказали: «Идхаб анта ва раббука». Они что сказали Мусе? Иди ты, и твой Господь вместе с тобой. И вместе воюйте с ними, а мы здесь подождем. И Аллах Тааля наказал их. Аллах лишил их этой победы. Аллах не пустил их в святую землю, на святую землю. И они сколько лет скитались по пустыне? Наказание 40 лет. Почему вот 40 лет? Потому что они проявили трусость. И Аллах наказал их. Они 40 лет потом скитались. Но когда пришла первая битва, Бадр, пророк растерялся. У них не было армии еще. У них было сколько там? 300 человек. А их было там 1000, да? У них не было оружия, у них не было боевых коней, верблюдов. Они были слабые. Но пророк собрал сподвижников. Вот когда-то Муса собрал, да? Нужно просто было войти через врата. И он сказал: что делать? Абу Бакр, Умар, они встали рядом с ним и сказали: если ты пойдешь вброд через море, мы пойдем с тобой. И пророк поднял руки и начал просить дуа. И Абдулла ибн Мас'уд говорит, в это время зашел к нам сподвижник, которого звали Микдад ибн Аус, ибн Асвад, ибн Амр еще говорят, Микдад. Он подошел к пророку, и Абдулла ибн Мас'уд говорит, вот этот ученый говорит: я бы все отдал, чтобы был на его месте. Я бы был Микдадом, вот я бы сказал эти слова пророку, но это он сказал. Он сказал пророку: о посланник Аллаха, мы не будем поступать так, как поступили мужчины Муса. И сказали ему: иди ты, воюй со своим Господом вместе, а мы здесь подождем. Ты встанешь, и мы рядом встанем, справа от тебя, слева от тебя, спереди и сзади, и мы будем с тобой. И Абдулла ибн Мас'уд говорит: я тогда посмотрел на лицо пророка, и я увидел, как оно засияло. Как оно засияло от радости. Я бы все отдал бы, чтобы был на месте этого Микдада, который так
обрадовал пророка. Поэтому, дорогие братья, это и есть любовь к пророку. Когда ты идешь за ним, за его религию, за его сунну, и в этом проявляется наша любовь к нашему посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.